Этот мальчик очень хорошо в школе знал немецкий язык. На отлично. Ему это помогло, понимаете? То есть он работал в столовой и подслушивал информацию, и передавал ее партизанам. Витя Хоменко, о котором рассказывает искусствовед музея ИЗО, это советский пионер-герой, участник антифашистского подполья в оккупированном немцами Николаеве, ставший один из символов борьбы и непокорности фашистским захватчикам. Лекция, посвященная детям-героям Великой Отечественной войны, вобрала в себя истории многих других отважных юношей и девушек, ровесников, присутствующих сегодня на памятном мероприятии, а это учащиеся 8 и 9 классов 1 и 5 сунжинских школ. Мне очень понравилось то, что нас познакомили с многими героями, и я очень горжусь ими. И больше всего мне запомнилась Зина Портнова, потому что, будь она моей ровесницей, она стала героем в столь маленьком возрасте, и для меня она приоритет. Известно, что с 1941 по 1945 годы в войне принимали участие несколько десятков тысяч несовершеннолетних детей. Это и так называемые в народе сыновья полка, пионеры, деревенские мальчишки и девчонки, ребята из городов. Наравне со взрослыми они терпели лишения, защищали, стреляли, попадали в плен, жертвуя собственными жизнями и здоровьем. Сегодня нам рассказали про многих детей, которые были героями Великой Отечественной войны и воевали наравне со взрослыми. Они однозначно очень отважные и смелые подростки. Они, не боясь за свои жизни, боролись, чтобы в настоящем времени у нас было мирное небо над головой. Все должны знать свою историю. Знание истории, знание прошлого очень важно для того, чтобы строить здоровое и счастливое будущее в наше время. Организаторы уверены, мероприятие позволит глубже понять и осознать вклад, в который внесли юные участники войны в общую победу. Лекция затрагивает истории детей, проявившие мужество и героизм в борьбе с фашизмом. Дети воспитываются на положительных примерах. Такие поступки стимулируют подрастающее поколение, неважно какой национальности. И мы должны чтить и уважать свою историю, потому что мы все растем и несем ответственность за подрастающее поколение. Присутствующие на мероприятии словно вникают в каждую историю, будто с рассказом спикера переносятся и сами в те годы и сопереживают детям-героям Великой Отечественной. Ведь это поколение, перенесшее боль, холод, голод, утрату близких, повидавшее неслыханную жестокость и все равно вышедшее победителями. Так что истории о нем продолжают вдохновлять спустя даже 80 лет. Ада Мережкова, Кармат Дасхоев, Магаз 24.